Делай громче. Говори что-нибудь. Алло. Раз. Прием. Нет звука? Угу. Ну, подергай тут. Стой. Еще. Есть звук. Давай. Раз. Всем привет. Мы переносимся в Марьину Горку сегодня и слушаем государственный гимн Республики Беларусь, а потом поговорим с вами. Итак, о составах играющих сегодня команд. Гости, футбольный клуб Крумкачи, город Минск. Футболки черные и форма черная, что естественно. Капитан команды Костюкевич Евгений, номер 69. Былин Александр, номер 3. Шибеков Владимир, номер 4. Лукашов Денис, номер 5. Гахария Дмитрий, номер 7. 8 номер Макаров Игорь. 10 номер Облагунов Ярослав. 11 номер Пархачев Дмитрий. 28 Баскаков Павел. 49 Кошель Сергей. 54 Жданов Дмитрий. Главный тренер Кучук. Команда хозяев футбольный клуб Виктория Марьина Горка. Красная форма. Номер 31 Хмелинко Владислав. Номер 19 Костенко
Михаил, номер 14 Гуминский Максим, номер 10 Ивашкин Николай, номер 21 Петрушеня Антон, номер 17 Мировецкий Никита, номер 13 Гуринович Николай, номер 9 Вишняк Артем, капитан команды, 18 номер Мискив Сергей, номер 8 Куданов Евгений, номер 20 Лагутка Роман, главный тренер Хрипач. Судит сегодняшний матч главный судья Ананьев Станислав, город Витебск, помощники Головач Дмитрий, город Витебск, судья Никоненко Сергей, Полос, Фанаты. четвертый судья которые не дошли до Александр, стадиона. город Столбцы, инспектор Лавский Михаил, город Гомель. Ну что, послушаем мы стартовые составы. С вами сегодня смотрю этот матч я, Алексей Важник. И хорошая сегодня погода в Мариной Горке. Надеемся, что команда сегодня покажет нам хороший футбол. Составы вы, играющих команд, могли прослушать от диктора по стадиону, но если вот, позволите, могу рассказать вам про состав Крумкачев. В воротах 69 номер Евгений Костюкевич, он сегодня же капитан команды. В центре защиты у нас неизменная практически связка Александр Булина, номер 3, Владимир Шебека, номер 4. Справа Дмитрий Гахария, номер 7. Слева, посмотрим по позиции, но судя по старту вот этой минутам, Дмитрий Пархачев под номером 11 заменит получившего травму в матче со Спутником Кирилла Алексеяна. Не увидим мы сегодня Кирилла, к сожалению, но надеемся, что у Димы Пархачева получится отработать в обороне с левой бровки. Мы видели его уже в сезоне на этой позиции. В центре поля выступают такие футболисты. 8 номер Игорь Макаров, 28 Павел Баскаков, 54 Дмитрий Жданок и 5 номер Денис Лукашов. Скорее всего, Лукашов в опорной зоне сыграет. Посмотрим, как будут располагаться Баскаков, Макаров и Жданок между собой. А в нападении, конечно, посмотрим сейчас на исполнение стандарта. Баскаков подает, но выбивает без проблем мяч футболиста из Мариной Горки. А в нападении 10 номер Ярослав Багунов и 49 номер Сергей Кошель. Как вы знаете, в прошлом туре не смогли Крумкачи удержать победу над Викторией, прошу прощения, над Спутником Реческим. Со счетом 2-0 вели Вороны в Минске на своем поле. Комфортный счет был, но Спутник сумел перестроиться и отыграть 2 мяча во втором тайме. Хороший был футбольный матч, двух сильных соперников. И вот сегодня Крумкачам очень важно вернуться на эту победную стезю. Осталось всего 4 тура до конца чемпионата, и очень важно будет одержать победу. Разница между вторым местом, которым занимает Крумкачи, и третьим, на котором сейчас располагаются Ашмяны, 8 очков. Таким образом, для того, чтобы выйти Воронам из второй лиги в первую, необходимо добрать еще, ну, можно сказать, 5 очков, держать 2 победы. Будем надеяться сегодня, что порадует нас подопечный Алексея Кучука. Виктория, в свою очередь, располагается на 7-й строчке турнирной таблицы и в последнем туре могла помочь Крумкачам, она, собственно, и помогла, но другое дело, что Вороны своей победы не добились. Очень классный матч провели ребята из Мариной Горки, провели в Бресте, сыграв с Рухом, с лидером чемпионата со счетом 3-3, причем проигрывали по ходу встречи с счетом 3-1, но сумели забить аж 2 мяча после 70-й минуты, и очень здорово проявили себя. И так что с этой командой, ну, каждый раз я говорю, что с нашим соперником каждый матч легко не будет, но на самом деле это правда. То есть непредсказуема вторая лига, где любая команда может играть любую, что доказывает Бумпром, который победил в первом круге, например, Спутник, Реческий, тот же, очень сильную, крепкую команду. И также Рух не смог обыграть Викторию из Мариной Горки, в которой мы сегодня встречаемся. Большой сектор в Крумкачев болельщиков приехал на эту встречу, и я же даже отвлекся, потому что очень активно поддерживает свою команду болельщики из Мариной Горки. Небольшой сектор здесь, наверное, не знаю, сколько, человек 10, располагается слева от комментаторской кабинки. Такой здесь у нас даже классно, что в Мариной Горке есть такое место для того, чтобы подключить аппаратуру. Не просто столб в середине поля, как в многих городах, а реально какая-то
оборудованная площадка, это очень приятно. Еще очень прикольно то, что вот за скамейками запасных команд, видимо, там расположен частный сектор, и там идет дым, и кажется, что это пиротехнику кто-то палит просто за стадионом. Очень антуражно выглядит. Так что, на самом деле, классно. Вторая лига — это очень cool. Игорь Макаров перехватывает мяч у Михаила Костенко. Костенко знаком крумкачам и болельщикам по выступлению за дубль этой команды в высшей лиге в 2016 году. Подает очень опасно Макаров, и, кажется, Баскаков бил головой и пробил выше перекладины. Первый опасный момент у нас в матче, а все родилось после того, как Макаров перехватил мяч у Михаила Костенко на правом фланге обороны ребят из Марьиной Горки. Да, 3 футболиста, хорошо знакомых болельщикам Воронов в составе Виктории. Это 19 номер правый защитник Михаил Костенко, как я уже сказал, он играл за дубль Крумкачев и знаком с работой Алексея Кучука. Ну и, собственно, Олега Дулуба, наверное, потому что Дулуб тогда был тренером главной команды и ходил на матчи дубля, поэтому я думаю, что он тоже в курсе про существование такого футболиста, как Михаил Костенко. Также в составе той команды дубля 2016 года Крумкачева был Артем Вишняк, 9 номер. Именно Вишняк, кстати, забил в последнем матче с Рухом 2 мяча, что нужно обратить внимание на этого футболиста, он играет в центре поля. А также еще в этом году, в первом круге защищал цвета Воронов Рома Лагутко. В этом матче он играет за Марьину Горку под 20 номером, за Викторию. Подача была со правого фланга. Дмитрий Гахария успел к мячу, простреливал и Жданов пробил. Кажется, Жданов пробил мимо ворот. Так что пристреливаются Вороны, пока не доходит дело до удара в створ, но... Да, второй же выездной матч подряд везет Крумкачам с погодой. Хорошая футбольная погода, нет никакого дождя, слякоти, а между прочим у нас сегодня какое-то там, я не помню, 20 октября, да, а выглядит так, как будто там, ну, может, сентябрьская погода, такая отличное футбольное настроение. Хочется, чтобы команда сегодня порадовала, в первую очередь, болельщиков, приехавших в большом количестве. Я думаю, человек, 50, наверное, да? Сколько, 50 человек есть на выездном? Похоже, 40-50. Прилично людей, там хорошая атмосфера здесь они создают. И это последний выезд Воронов за пределы Минска в этом сезоне, потому что в предпоследнем туре Крумкачи встречаются с Энергетиком БГАТУ, который выступает в Минске. И поэтому за пределы столицы больше Вороны в этом году не поедут. Были, конечно, интересные выезды. В этом году вообще вторая лига довольно колоритная. Интересные стадионы. Всем рекомендую, если кто не ездил, посетить многие из них. Там, например, классный стадион в Ивацевичах. Атмосферно в Клецке, там, где Динамо Брест или ноги унесло. То есть, реально интересно. Отличается это все от тех пейзажей, которые мы видим в высшей лиге, где вот эти большие чаши стадионов пустые, часто пустые, не всегда, но часто. А вот во второй лиге бывает такое, что маленькие стадионы, там на 1,5, там 1000 мест, но при этом не могу сказать, что они прям всегда на 100% заполнены, но своя атмосфера здесь есть, конечно. Знаю. Звук нормально? Ребят, не знаю, насколько там хорошо все со звуком у нас сегодня, поэтому если есть какие-то вопросы и предложения, пишите, пожалуйста, в комментариях в YouTube, на нашу страницу, в ВКонтакте. Сейчас мне попытаются здесь что-то наделать, сломать, для того, чтобы меня хуже слышали, наверное. Что, пишет это кто-то, да? Нет, просто мне вопрос, как мы настраивали раньше
Жданок пытается развернуть атаку, пасует переводит мяч на Дмитрия Прохачева. Прохачев переводит на Макарова. Макаров принимает мяч, разворачивается, но не успевает. Перехватывает мяч футболисты Виктории. Хороший пас, между прочим, мог получиться на Рому Лагутко. К сожалению, не удалось Роме отличиться ни одним голом за Крумкадши в период нахождения в этой команде. Но надо сказать, что он не так много играл, хотя выходил пару раз в старте. Под 11 номером выступал Рома Лагутко в первом круге за Крумкадши. Но за игровой практикой ушел в Викторию. И, в принципе, наверное, для себя оправданно, потому что больше играет в старте. Забил гол, и Руху забил, и до этого забивал. То есть, поэтому пожелаем ему успехов, но, как говорится, не в этом игре. Вот опасно может получиться атака. Передача на Лагутко как раз-таки, ну и очень опасно. Поторопился, показалось, Лагутко. Хорошая разряжающая передача от Вишняка нашла Рому между Болиной и Шибека. И в итоге поторопился он с ударом, а вполне мог наказывать Костюкевича. Была возможность перебросить его. Ну, первый опасный момент у ворот Жени Костюкевича отмечаем на 11-й минуте. Вот так вот. Подтолкнул там Дмитрия Агахарию. 8-й номер Виктории. Это был Евгений Куданов. Давайте уже по составу соперника пройдемся, для того, чтобы как-то определиться. Привет всем, кто смотрит наш матч и болеет за Викторию из Мариной Горки. Ваш состав такой. В воротах номер 31 Владислав Хмелинко. 19 номер, как я уже говорил, Михаил Костенко справа в обороне. 14 Максим Гуминский. 10 Николай Ивашкин. 21 Антон Петрушеня. 17 Никита Мираевский. 13 номер Николай Гуринович. 9 номер Артем Вишняк. 18 Сергей Мискив, капитан команды. Под 8 номером выступает Евгений Куданов, который вот сейчас свалил против нашего Дима Гахари. И 20 номер Роман Лагутко. Вот такой состав у Виктории. Как я уже говорил, 7-е место занимает команда после 26 туров. Что не так уж плохо. Выше только команда, которая борется уже за... Ну, по крайней мере, с начала сезона боролись за выход из второй в первую лигу. Там и Руха, и Крумкадши, и Ашмян, и Спутник, Осипович и Узда. То есть получается, что Виктория вот эту за топ-6, но при этом крепкая команда. В Минске, кстати, в первом круге Крумкадши одержали победу с счетом 3-0, но эта игра... Счет не должен вводить в заблуждение, потому что там 2 пенальти было назначено в ворота команды из Мариной Горки. Так, нарушение. Багунову не дали выйти из-под прессинга. Там посмотрим, что случилось. Происходит у нас диалог между Александром Былиной и главным арбитром сегодняшнего матча Станиславом Ананьевым. Но надеюсь, что там все в порядке и никакого конфликта не случится. Сейчас Дмитрий Жданок у мяча будет подавать и, скорее всего, в штрафную. Посмотрим, чем закончится этот стандарт. Отыграл на Гахарию. Гахари неплохой навес, и Кошель бьет прямо в руки вратарю, примерно на районе 11-метровой отметки. Не получился сильный точный удар. Прямо по позиции вратаря. И Михаил Костенко неплохо убирает и Джока, и Багунова, но отдает мяч точно на Александра Былину. Ярослав Багунов провел уже 2 матча за Крумкадши после своего возвращения, получения вида на жительство в Беларуси. Этот футболист очень сразу сходу попал в стартовый состав. А вот Игорь Макаров прорывается по флангу, будет подавать. Подача. И выбивает один из центральных защитников мяч. И штрафной. Владимир Шибек отыгрывает на Тащуна и начинает атаку через Александра Былину. Заметно, что Дмитрий Прохачев активно подключается по флангам, как и Гахари, но Гахари чуть ниже, может быть, но вот сейчас Прохачев сделал такой рывок, но его не увидел. А вот и нарушение со стороны Жданка. На Вишняке он свалил. Предупреждает Станислав Ананьев, главный арбитр Дмитрия Жданка, о том, что такие нарушения могут привести к предупреждению, желтой карточки, но пока горчичник остается в кармане.
Показалось, что Гахария подтолкнул своего соперника, но арбитр фиксирует просто аут. И мяч отдает Крумкачам и просит ввести его Дмитрия Гахарию с места дальше, чем центральный круг, линия центрального круга, чтобы все было по правилам. Ну что, прошло уже 15 минут этого матча, и пока не могу сказать, что каким-то территориальным преимуществом владеют Крумкачи. Довольно такая равная игра, пока соперники присматриваются к друг другу все такими штампами, я говорю. Ну, в общем, смысл в том, что моменты опасные были, но они скорее там не стопроцентные, но такие перспективные могли закончиться взятием ворот и не закончились. Болин очередной раз бросает в прорыв Кошеля, но мяч прямо в руки вратарю прилетает. И через Михаила Костенко, через правый фланг обороны, пытается выйти в атаку Виктория. Заметно, что Михаил Костенко хочет сохранить мяч и часто заигрывается. Это для крайнего защитника, ну, такая опасная зона, да, которая... Отлично вылезли Жданок с этим Пархачевым из... А вот и Гахария долго с мячом находится. Подача Дениса Лукашова. И опять в руки вратарю. Не успевает Кошель на скок. У нас трое не самых высоких атакующих футболистов сегодня в составе. Это Сергей Кошель, который где-то среднего роста. И довольно ребята ниже среднего. Это Баскаков и Багунов. Но игра головой в воздухе не самая сильная их черта. Вот прорывается по флангу игрок Марина Горки, подает, и мяч остается у хозяев. Можно продолжить атаку вторым темпом. Подтягивается уже Вишняк сюда. Подает. Там Гахария на фланге должен сыграть и отдает мяч в руки Тащуну. Интересно, что показывает Лагутка. Там это же не пас ногой. Странно. Какое-то апеллирование к арбитру, учитывая, что головой скидывал Гахария мяч на Тащуна. Перевод будет на фланг через... Опасно, кстати, могло быть. Вот сейчас уже Пархачев нагружает прилично Михаила Костенко. Здесь Дмитрий Пархачев всеми проходами латеральными обводит одного игрока, пасует, но очень понизу, все понизу. И Болин вторым темпом попробует сейчас мяч забросить в штрафную. Опасно, Багунов. Удар, гол, 1-0. Ярослав Багунов открывает счет в матче. Вот так вот не вынесли мяч футболисты Виктории. И Багунов празднует гол вместе с болельщиками. Отлично, просто классный момент, конечно. Очень эффектно. Автор гола Багунов Ярослав. Второй гол Ярослава Багунова. Очень круто, конечно, вошел он прям в игру сходу. Там могли центральные защитники мяч убивать, но как-то странно отнестись к этой миссии. И в итоге позволили Багунову принять мяч, спокойно развернуться и положить его в ворота. Хочу сейчас зайти на YouTube и посмотреть повтор этого момента. У вас тоже, кстати, есть такая возможность. А? Скорость интернета. Открываю счет Крумкачи. Не могу сказать, что гол вытекал из логики этого матча. Не очень сильно давили вороны. Были забросы, уйти в штрафную, но... Скорее просто на индивидуальном мастерстве все случилось. Багунов прошел, ну, точнее была там подача, и смог Багунов просто протолкнуть мяч в ворота.
Много свободных зон в центре. Там казалось, что мяч не должен дойти до футболиста Марины Горки, но при этом Артем Вишняк с мячом будет делать передачу. Пятка, пас не прошел. И очень Былина удачно. Остается Багунов 1 на 1 против центрального защитника. Финтит и дает передачи, но Былина, ну, по скорости у Михаила Костенко не выиграет. Он, наверное, в папы годится Михаилу Костенко. 36-летний Былина. Смотрю повтор гола. Здесь, получается, была подача, поборолся. Былина подавал, поборолся Денис Лукашов. И просто прошил Багунов вот так вот ударом с близкого расстояния вратаря соперника. Так что вот такой вот гол у нас случился. 20-я минута, счет 0-1 в пользу Воронов. Уверенно играет вратарь Владислав Хмелинко на выходе и начинает атаку своей команды. Довольно низко опускается стилеобразующий футболист команды «Виктория» Артем Вишняк. Такое ощущение, что буквально второго центрального играет или опорного игрока. Больше атакует Виктория через правый фланг Михаила Костенко. Попытка удара от 18-го номера капитана команды Сергея Мискева. Совсем не точно. Слушайте, ну даже интересно будет в перерыве подойти и посмотреть, или по фото посмотреть, сколько болельщиков приехало поддержать Крумкаши. На самом деле очень приятная поддержка. Это ну, сложно словами описать, потому что весь сезон во второй лиге, вот этот весь 2018 год, на всех выездах Крумкаши были с поддержкой, и даже в дальних. Нет, тут уже недалеко, Марина Горка не так далеко от Минска находится, однако и в Бресте были болельщики на выезде, и в Гомеле в матче против Бумпрома. Ну, то есть это очень здорово, это показывает, что мы с вами одна команда, и даже те, кто сегодня не смог приехать, я думаю, что посещают выездные матчи. На выездных матчах такая своеобразная, отличается атмосфера выездов от атмосферы домашних матчей, потому что те, кто приехал на выезд, они не могут просто стоять в стороне и молчать, они все поддерживают команду. И всегда это очень антуражно, красиво и помогает команде держать победу. А вот еще один пас. И Багунов. Коша немножко затормозил. Ну что будет делать Джок? Все, по-моему, момент утерян уже. Надо было сходу бить, конечно. И Лукашов. Выше ворот. Хороший был заброс на Ярослава Багунова. И там Багунов чуть-чуть не успел к мячу. Вратарь вышел и помешал ему отличиться второй раз в этом матче. Да, там, если кто-то из вас читает еще и текстовую, там у нас на подхвате работает Skywalk, за что большое ему спасибо. Возможно, мы во втором тайме поменяемся, и сможет он прокомментировать вторую часть этой игры. Ну, пока 1-0, пока все у нас неплохо. 24-я минута заканчивается, и Крумкаши ведут счетом 1-0. Ярослав Багунов забил свой второй мяч в чемпионате в 3 матчах. Поднимает боковой арбитр положение вне игры, свой флажок, и, к сожалению, атака не будет завершена ударом, хотя было интересно. Там пропустил мяч Кошель, и оказался он, кажется, у Пархачева. Нет, это был Игорь Макаров. Нарушает как раз Макаров правила, и Артем Вишняк вводит мяч в игру, разыгрывает его с центральным защитником, 14 номером Максимом Гуминским.
Не так быстро играют Крумкадши в этом матче, но при этом заметно, что обрезаются футболисты из Марины Горки. Баскаков, кстати, отмечали мы до этой игры, что опа, очередной офсайд, а мог Багунов второй мяч забивать, и вратарь с близкого расстояния сумел среагировать, за что ему респект, но там уже было вне игры, второй раз за последнюю минуту. Вообще не очень, наверное, я не очень разбираюсь в футболе, не понимаю, по какой схеме играет Виктория из Марины Горки. То есть сейчас очередная неточная передача, очень много обрезается. Вот хорошая, вот вроде неплохо выходит из обороны до центра поля, а потом следует какая-то обрезка и мяч опять у Крумкадшова. Вот сейчас Баскаков цепляет, откровенно цеплял рукой защитника Гуминского. Вот смотрите, опять обрезка. Видите, Кошель едва-едва не перехватил мяч. Надо пользоваться этими ошибками Виктории футболистам Крумкадшова, но пока лишь один гол забили вороны. Михаил Костенко подключается к атаке, переводит мяч на левый фланг. Давно мы не видели атак через левый фланг со стороны Виктории. Может быть опасная подача, там нужно внимательно Гахари. Отлично, Жданок выбил мяч, но там уже... Что там случилось? Там штрафной назначил... Интересно, штрафной назначил главный арбитр. Там, видимо, Гахари, преследовавший 18-го номера Сергея Мискева, сфалил, и будет опасный штрафной вблизи лицевой линии. Посмотрим, как стандарт разыграет хозяева. Нужно быть очень внимательными. Забили ребята из Виктории 3 гола в ворота Руха, и один из них реализовав стандартное положение. Показалось, что там второй раз нарушили правила Крумкадши, но подача и... Мяч в руках у Тащуна. Можно разыграть атаку. Багунов устремляется вперед. Засылает Игоря Макарова по бровке. Там дальше Баскаков. Хотелось бы, чтобы передача дошла до... Ага, отлично. Переводит мяч Кошель на Пархачева. Пархачев, Дима, ну давай. Вне игры показалось, нет? Нет, опять мяч у Пархачева на фланге. Приходится уже позиционно атаку вести Крумкадшам. И пас на Кошеля, опасно. Прилипает мяч на ноге Кошеля, и угловой будет. Если не ошибаюсь, первый угловой у нас в матче. Ладно, ладно. А что ты здесь? Что-то не так. А? Мне нравится. В смысле? Мне нравится. Ну, там работать надо. Как? Ну, короче, общаться. Так а как во время матча сейчас? Ну, так и общаться, ходить вообще, чтобы атмосфера была, типа, Не слышишь, ничего не будет. Попробуй. Пожалуйста. Чтобы люди матч смотрят, да, привлекать. Именно так. Подавал угловой Павел Баскаков, и отбились хозяева. Мяч Александра Былины. Баскаков отдает на Кошеля. Мяч опять у Баскакова. Можно пробить. Скачет мяч, дробит. Пошла. Все, это тики-така Паши Баскакова самим собой. Так что пришлось мяч обратно вернуть на Жданка, Гахарию. Едва не потеряли мяч там Крумкадши, но нужно чуть быстрее разгонять позиционную атаку. Былина с мячом Жданок. Высоко поднялся Пархачев по своему левому флангу.
Не дают, высоко прессингует Виктория гостей и не дает выйти вперед. Отлично, Гахария прорывается в штрафную. Только осталось отдать передачу. Что Дима завозился и потерял мяч, к сожалению. А хороший был момент, сам себе Гахария его создал. Но замешкался и не смог отдать передачу, загубил потенциально опасный момент. И еще нарушил правила, так что... Что? Что? Специально сейчас для вас мы снимали наших болельщиков, для того, чтобы вы могли оценить уровень поддержки здесь шумовой и визуальный. Я надеюсь, что и игроки это оценивают, несмотря на то, что концентрируются, конечно, на матче. Ну да, здорово выглядит, конечно. Хотел бы я находиться среди болельщиков сейчас там на той трибуне дальней. К сожалению, они от меня находятся на противоположной, но очень здорово. Мяч уже Богунова. Но Ярослав зачем-то там поднырнул, и в итоге арбитр показывает отворот. То есть не было никакого нарушения. Слава богу, не показал Богунову желтую карточку. Борьба в центре поля. Там Жданок подсел на высокого Мискева. Богунов получает все-таки желтую карточку, договорился за разговоры, потому что было, не дал, там пожалел арбитр Богунова в моменте, когда он там упал в штрафной, показывал Ярослав, что не по своей воле, пенальти арбитр не назначил и не показал желтую карточку, но Богунов продолжил разговоры, обсуждения, и в итоге на 32-й минуте получает Горчичник. Между прочим, второй Горчичник у Богунова за симуляцию, или там, ну, как бы не за спортивные моменты, за 3 матча, ну... Заряжен. Хорошо сегодня смотрится Денис Лукашов в опорной зоне. Мяч у Лагутка, там пропустили его прямо во фланг. И опасный момент может быть. Заблокировали удар, но очень опасно. Врывался в штрафную, там 8-й номер Евгений Куданов. И будет угловой. Вот видите, как бы вот Марина Горка, там они вполне могут прорваться, войти в штрафную, пробить. И только блок одного из защитников, кажется, там или Былина, или Шебека. Шебека, судя по всему, потому что целует в лысину Шебека Евгений Костюкевич. Но надо еще отбиться от этого углового стандартного положения. Смотрим, чем закончится подача. И тот же Шебека на выходе хорошо играет. Подтолкнул Кошель, казалось бы, немножко. Отлично бежит Ярослав Богунов. 3 в 2 выходит Богунов и Кошель. Все, должно быть... Ну, осталось дать передачу. 2-0. Просто прекрасно. Очень круто сыграл Ярослав Богунов. Протащил мяч буквально между двух защитников. И что случилось? Какой-то конфликт там Жданка и еще одного капитана команды Виктория. Не хотелось бы, чтобы страсти как-то возобладали над футболом. Никого не кричат. На судью не кричат или никого не кричат? Счет стал 2-0. Богунов с Кошелем и на пару, и Макаровым убегали 3 в 2. Богунов обыграл одного защитника, прострелил на пустые ворота практически, и вратарь уже не смог ничего сделать. И Жданок получает желтую карточку за разговоры опять. Счет 2-0, но у нас и 2-0 по желтым карточкам, так что надо немножко команде успокоиться, наверное. Остается у нас 10 минут, чуть больше 10 минут. Через 10 минут перерыв, и
Итак, гости провели второй гол. В ворота хозяев забил Макаров Игорь, номер 8. Вот так вот Игорь Макаров подключился к атаке. И видели не раз уже мы в этом году, как он может забивать голы. Опытный футболист. И Богунов, конечно, все сделал для того, чтобы мяч летел в сетку Виктории во второй раз. То есть пока, конечно, вопрос по MVP матча не поднимается. Даже не вижу смысла обсуждать. Вот. Начинается у нас какая-то толкотня там на дальней бровке. Что показывает? Что неправильно бросил мяч боковой или что? Какая-то пауза, у нас затишье, может быть. Не похоже на водопой, все-таки не 28 градусов у нас сейчас в Марииной горке. Стоило так спорить, что так бездарно. Отобрали мяч. Казалось, отобрали мяч хозяева. Вот это супер, конечно, сыграл Игорь Макаров. Просто блестяще сейчас. Им нужно будет Кошелю попытаться сохранить мяч, отблагодарить партнера. Денис Лукашов и потеряли мяч. Крумкадши, к сожалению, не довели атаку до удара. Но классно сыграл Игорь Макаров. Не дал перейти, не дал выйти из опорной зоны. Перехватил, создал опасный момент. Очередная обрезка со стороны футболиста хозяйской команды. И может получить опасную атаку. Жданок, конечно, получил по ногам очень грубо. И непонятно почему. Почему главный арбитр не свистит нарушение, а просто отдает мяч хозяевам. Там будет аут. Показалось, что грубо сыграл против Жданка капитан команды Виктория. Надеемся, что Дмитрий не получил там серьезное повреждение. Все-таки у нас все игроки важны, но Жданок важнее важных. Просит боковой арбитр детей из Марииной горки, которые здесь рядом находятся, возле нашей комментаторской кабины, не играть с мячом около футбольного поля во время проведения матча чемпионата Беларуси второй лиги. Говорит, потом поиграйте. Ну да, в принципе. Хотя тут можно на пятачке, не где-нибудь возле углового попинать. Пока Крумкадши в атаке на той стороне. Ребята, пока у нас тут пауза, не знаю, пишите в комментарии, как вам этот матч во ВКонтакте, в нашей группе. Как вам игра Ярика Богунова, как вам второй гол, и как вам первый, в принципе, тоже. Напишите, почему не приехали на выезд, если вы не приехали. А если вы приехали, напишите, почему приехали. То есть что-нибудь интересное. Пока у нас тут пауза, и надеемся, что с Жданком все в порядке. Продолжается игра, и ускоряется Михаил Костенко. Запомнили мы этого футболиста по игре за дубль, как я уже говорил. Хорошая у него скорость. Не хватало в свое время
физической какой-то составляющей. Ну, как и многим игрокам дубля, нужно было прибавить физухи, но при этом запомнился Михаил по выступлениям за... Ну, действительно, то есть реально запомнился человек, который... Вот сейчас он ошибается, кстати, и не сумел остановить мяч после передачи своего партнера. Пять минут остается до конца первого тайма. Крумкачи ведут со счетом 2-0. Отличились Ярослав Багунов и Игорь Макаров. Очень хочется, чтобы команда не сбавила обороты. Макаров не очень доволен решением арбитра и оставить мяч у Виктории. Показывает арбитр, что было нарушение там. Хорошо сыграл. Прошел хороший 10-й номер Николай Ивашкин, между прочим. Он практически от центра со своей половины поля прошел. Там Багунова, еще нескольких игроков и пробил намного выше ворот. Помогают болельщики Крумкачеву Евгению Костюкевичу вести мяч в игру. Нагнетают, нагнетают. И слышите, Тащун. Фишку эту придумали еще во время выступления Крумкачева в высшей лиге. Кажется, это был матч с Витебском. Первый сезон Крумкачева в вышке в 2016 году. Тогда решили опробовать. И с тех пор используют болельщики Воронов эту кричалку на моментах, когда вратари убивают мяч от ворот. То есть там эта фишка, кажется, у Арсенала подсмотрена. Очень так эффектно выглядит обычно и прикольно в этом участвовать, когда ты находишься на трибуне болельщицкой. Пытается Михаил Косенко сыграть вперед, но все перекрыто, все зоны. Ювентусе 10, наверное. Только там чужого вратаря и обзывают. Оператор наш Денис подсказывает, что в Ювентусе делают наоборот, в Турине там наоборот не поддерживают своего вратаря, травят чужого. Но, наверное, мы так делать не будем. Все-таки у нас мы боремся за звание. Опа. Неплохо. Пенальти могло, я показал, что было нарушение, но мяч... Долго раскатывают мяч футболисты из Мариинной Горки. Ну, что будет? Хочется, чтобы Крумкачи побыстрее завладели. Не получается. Это Михаил Костенко подхватил. Простреливает очень лихо. И опасно было. Не получился удар. И Костюкевич с мячом. И можно перейти Вороном в свою атаку. Едва не дошла эта передача Кошеля на Ярослава Багунова, но внимательно сыграли защитники. И вот и Виктория огрызнулась. Был хороший момент для того, чтобы размочить счет, пробить Костюкевича. Не получился удар, но долго разыгрывали мяч хозяева. Там была подача с правого фланга. И следует быть внимательнее для того, чтобы не давать проводить эти подачи, насколько это получается у наших защитников. Дима Прохачев в последние минуты уже не так активно подключается по левому флангу. Наверное, взяли паузу, передышку какой-то Крумкачи. А вот и Денис Лукашов проходит очень классно по флангу. И не получается передача от ворот. Но прошел здорово, станул на счет двоих и троих игроков соперника. Заставил пробежаться за собой, потом отдал мяч за боковую. По флангу подключается Костенко, не видит его партнер по команде.
спокойно мяч разыгрывают через центральных защитников Вороны. Не знаю, будет ли добавленное время. 2 минуты держит в руках четвертый арбитр. Я думаю, вот их и добавят. Табличку с цифрой 2. Поджимает. Виктория. Есть у них еще время для того, чтобы в первом тайме что-то получилось. Владимир Шибека не дает передаче дойти до нападающего. И дальним забросом Максим Копцов помогает, исполняет болбоя, как и на всех матчах Воронов. Даже на выезде часто бывает такое, да, интересные парадоксы, что даже на выезде не всегда бывает, присутствует полбой, хотя это обязательно требование регламента. Ну так, видимо, просто есть сложности с организацией у некоторых команд, и поэтому... Вот ошибается сейчас, кстати, опасный момент. Может быть, у Марины Горки. Ну-ка. Ну опять такая потенциально опасная атака, и Евгений Куданов бил поворотом. Не получился удар плотным, и прямо в руки Тащуну он прилетел, то есть даже не в угол, поэтому... Следует быть очень осторожным с этой командой. Несмотря на то, что счет 2-0, но во втором тайме надо просто не забывать бороться самим и продолжать в том же духе. Так как Кромкачи провели середину первого тайма, забив 2 мяча. Напоминаю, что Ярослав Багунов и Игорь Макаров, авторы забитых мячей сегодня, счет 2-0. Кромкачи в гостях обыгрывают Викторию из Марьиной Горки. 2 минуты добавленного времени. Одна закончилась уже сейчас вот. Пошла вторая, и скоро уйдем на перерыв. Владимир Шибека выбивает мяч и не дает шансов дойти тому до центра штрафной Воронов. Очередная, может быть, контратака получится. Ну, Баскаков раздает мяч. Очень неудобно отдал Баскаков на Кошеля. К сожалению, не закончилась эта атака ничем. И закончился первый тайм на счет 2-0. Напоминаю, Кромкачи ведут в гостях у Виктории из Марьиной Горки. Ребята, отдыхаем. Я даже выключу сейчас звук для того, чтобы вы не слышали ничего лишнего.
Раз возвращаемся на второй тайм матча Виктория Марина Горка Крумкачи Минск. Второй тайм этого увлекательного матча между футбольным клубом «Виктория» и футбольным клубом Крумкачи город Минск. Счет первого тайма 0-2 в пользу гостей. Призывает местный болельщик Викторию забрать мяч под контроль и сделать счет 3-2, но мы надеемся, что все будет в порядке для нашей команды, и у Виталика Новикова появится больше возможности поволноваться за свой автомобиль, который достанется лучшему игроку Крумкачев в случае, если команда победит во второй лиге в этом году. Так, у нас тут небольшие... Вот настроил я время матча правильно, чтобы 45 было, а не само первых секунд. Но напомню вам, что счет 2-0 в пользу Воронов после первого тайма. Довольно уверенно провели середину первого тайма Крумкачи, отличившись 2 раза. Можно сказать, что на классе Ярослав Богунов сначала первый мяч положил, а потом отдал голевую передачу на Макарова в контратаке. И без шансов для вратаря Макаров переиграл. А вот и опасно. Ох, как не забили сейчас Вороны третий мяч. Сначала Баскаков не пожадничал, отдал на Богунова, а Богунов промазал мимо мяча. Ну, бывает. Но такие моменты лучше реализовывать, потому что мы видели, что было в матче со Спутником, когда уверенно вели Крумкачи со счетом 2-0, реализовали свои моменты, но потом был момент у Дмитрия Прохачева. Не забил Дима выход 1 на 1, не успел к мячу, и буквально через несколько минут Спутника один мяч отыграл, а потом сумел сравнять счет, и Крумкачи потеряли очень важную победу, упустили ее, и хочется верить, что сегодня такого не произойдет, и отдает мяч на вратаря защитник Виктории. И разворачивает атаку через Дмитрия Гахарию Денис Лукашов. Давайте, наверное, расскажу я вам про составы нашей команды, состав нашей команды, состав хозяев сегодняшней встречи. Гости Крумкачи в воротах, номер 69, капитан команды Евгений Костюкевич, Тащун. В центре обороны дуэт Александр Былина и Владимир Шибека. Справа играет Дмитрий Гахария, как и почти весь сезон. Слева сегодня нет у нас Кирилла Алексеяна. К сожалению, получил Кирилл повреждение в матче со Спутником. И заменяет его Дмитрий Прохачев по позиции, который предыдущие матчи провел на позиции в нападении, ближе к штрафной соперника. Но сегодня Прохачев слева. В центре полузащиты у Крумкачева играют такие футболисты, как 5-й номер Денис Лукашов, 54-й Дмитрий Жданок, 8-й номер Игорь Макаров, который уже отличился сегодня забитым мячом, и Павел Баскаков, номер 28-й. Можно сказать, что Баскаков играет такого атакующего полузащитника, как всегда, ему ближе, интереснее атаковать, чем защищаться. А в нападении у нас еще один дуэт. Это 10 номер Ярослав Богунов, 49 номер Сергей Кошель. Подумал я про Жданка, но Жданка я уже сказал. Главный тренер Крумкачев Алексей Леонидович Кучук. Состав хозяев. Еще раз передаю привет тем, кто болеет за Викторию. У вас интересная команда. Болейте только за своих и поддерживайте в любой ситуации, даже когда счет 2-0 в пользу соперника. В воротах номер 31 Владислав Хмелинко. Под 19 номером играет Михаил Костенко. 14 Максим Гуминский. 10 Ивашкин Николай. 21 Антон Петрушеня. 17 Никита Мираевский. 13 номер Николай Гуринович. Под 9 номером Артем Вишняк. Номер 18 капитан команды Сергей Мискев. 8 Евгений Куданов. И под 20 номером выступает хорошо знакомый болельщикам Воронов Роман Лагутко, потому что он играл в первом круге за Крумкачи и потом перешел в Викторию. Как раз таки Лагутко сейчас с мячом и бьет. Очень опасный момент. Мяч
пролетает в сантиметрах над перекладиной, и Тащун даже глазами провожал. Попал бы мяч в сетку, вполне возможно, счет бы стал 2-1. Сетку он попал. Да, попал, говорит, попал он в сетку, но с обратной стороны. Так что тут, конечно, дали пробить Роману Лагутко, принять мяч, пробить. То есть не стоит. Если бы он пробил сходу, я бы еще понял, но, конечно, дали много времени для того, чтобы принять это решение. Ох, как Баскаков сейчас проскочил мимо. Отдает мяч Кошелю, и мяч выбивают из штрафной Виктории. Пошла такая открытая игра у нас. Успевают вернуться Крумкачи, остались только впереди Багунов и Баскаков. И Кошель остался. Вот опасный удар, и пролетает мяч с левее ворот Тащуна. Не очень доволен Женя тем, что дает бить из опорной зоны. Получил мяч капитан команды Виктория Сергей Мискев и нанес еще один удар. В первом тайме был у этого футболиста момент. Вообще были моменты у Виктории, такие потенциально опасные, но удавалось Крумкачам как-то отбиваться, и пока счет 0-2. Нарушает правила Ярослав Багунов, следует ему аккуратнее быть с этими фолами, потому что есть у него желтая карточка за разговоры в первом тайме. Был момент, когда Багунова, казалось, завалились в штрафной Виктории, но там начал Багунов возмущаться, из-за разговора получил предупреждение. Показывает главный арбитр сегодняшнего матча Станислав Ананьев, что мяч от 21 номера Антона Петрушени покинул пределы поля там и вернул его Крумкачам. А Шебека переводит мяч прямо в руки Тащуну, и начинает Женя будет свою атаку. Что, будет выбивать вперед, да, сильно ударом с рук. Таким ударом, кто не знает, в прошлом году Тащун забил гол в ворота Витебска. Гахария, главное сейчас не нарушить право. Почти удалось Дмитрию Гахарии сохранить мяч для Воронов, но мяч у Кошеля. Навес. Ох, как тонко пытался сыграть там Багунов. Перевел мяч на Гахарию, но Гахария до мяча не добрался. Так бы можно было нанести очень с близкого расстояния удар. Один гол Дмитрий Гахария в таком ключе забил в этом году. Подключившись атака по своему правому флангу. Петрушеня с мячом. Высоко прессингует Крумкачи, стараются не дать Виктории выйти из обороны. Опять приходится через... Ох, какой момент, вратарь ошибается, и можно вернуть мяч Багунову. Нападение. Ярослав пытается войти в штрафную, входит, исполняет передачу и будет угловой. Судя по всему, Максим Копцов будет выполнять угловой. Нет, призывает Макаров Багунова подавать. Не могут разобраться Макаров с Багуновым, кому подавать. Не хотел Макаров, ему лениво, видимо, было идти на бровку, выполнять подачу. Багунов идет в штрафную. Александр Булина не пошел на стандарт, а вот Владимир Шебека караулит на 11-метровой отметке. Будет сейчас вбегать во вратарскую, скорее всего. Посмотрим, как разыграют Крумкачи.
подача. Снимает мяч с головы у Шибека практически защитник. И может получиться контратака. Главное сейчас мяч выбить. Вот, Денис Лукашов очень качественно сыграл, не дал кому-то из игроков Виктории завладеть мячом. А так могла получиться опасная контратака 3-2. Толкнул Гахария 8-го номера Евгения Куданова. Опять у нас за сектором Крумкачев кто-то жарит шашлыки, и такое ощущение складывается, что фаер-шоу или там фаера запалили болельщики, но это сугубо вопросы к частному сектору, возле которого находится стадион городской в Марииной Горке. Едва не запаниковал Тащун, там не очень уверенно принял этот удар Артема Вишняка, но самое главное, что мяч остался в руках вратаря, не сколыхнул сетку за его спиной. Есть моменты у Виктории для того, чтобы отличиться. Вот сейчас хорошая передача, кстати, со стороны Гахарии на Багунова. И Багунов вырывается. И последний момент выбил мяч у Ярослава Петрушеня, и Баскаков не смог его принять. Что? В первом тайме 0-0 было. 30-й мяч. Закончили первый? Не раньше нас стартанули. Да, Горки проиграли Руху 0-4, а Руха одержал победу и то есть не дал Воронам возможности выйти на первое место после этой победы. Но пока мы тоже ведем 0-2, и оба лидера чемпионата но Горки свой матч, Рух с Горками закончили, а у нас еще все впереди. 57-я минута идет, и счет 2-0 в пользу Крумкачев. Но возникают периодические моменты у Виктории, поэтому я бы не стал как-то торопиться с выводами, результатами. Провалы какие-то в опорной зоне у Воронов, и абсолютно Владимир Шибека не дает Роману Лагутко возможности выиграть мяч. И Шибека высоко поднимается по позиции и будет, наверное, разворачивать атаку через... Нет, я думал, что через Гахарию, но на самом деле через Лукашова на фланге и обратно. Жданок здесь оказался по позиции, подстраховал Владимира Шибека, остался на позиции центрального защитника. Денис Лукашов отдает мяч на Гахарию совсем не точно, и Петрушеня выиграл единоборство у Гахарии. Баскаков пытается догнать. Не нарушает правила Баскаков. Все, нужно сохранять мяч и спокойно продолжать игру. Там показывал Сергей Мискев, что было нарушение, но арбитр не зафиксировал, поэтому продолжаем. Баскаков. Честно, как сыграет Баскаков, не успевает Кошель перехватить мяч. И какая-то сумбурная игра последние минуты пошла. И хочется, чтобы как-то это вернулось как-то обычно встроенные какие-то позиционные атаки, а не просто перебивание мяча с одной половины поля на другую. Тащун убивает мяч вперед, далеко. Нарушает правила здесь уже 8-й номер Евгений Куданов. Хорошая навесная передача на Багунова. Немножко не хватило Ярославу для того, чтобы добраться до мяча. Там защитники внимательно сыграли, но быстро разыграли. Вот так вот быстро разыграли Крумкачи мяч, и поэтому возникла эта атака. Баскаков в очередной раз с мячом. Помогают болельщики. Настоящий 12-й игрок Воронов
в этом матче. Что Богунов творит? Смотрите, что творит Богунов. Ярослав там двоих накрутил и, к сожалению, не сохранил мяч, не сделал подачу, но это было очень эффектно. Знаем мы, что может Ярослав Богунов сделать с мячом. Не каждая птица долетает до середины Днепра, не каждый футболист умеет так, как Ярослав Богунов. Подсказывает прямо здесь у нас слышно Евгений Костюкевич Игорю Макарову, что он один по флангу мог пройти. Сохраняет мяч Крумкаши, Баскаков. Много владеют вороны последние минуты мячом, и хочется, чтобы это владение конвертировалось в опасные моменты. Гориш Лукашов уже следует ему подсказать, чтобы мяч не потерять Крумкашам и не нарваться на атаку. Ярослав Богунов с мячом. Пас на Гахари. Очень хорошо разыграли мяч вороны. И прямо в руки вратарю прострелил Дмитрий Гахария, к сожалению. Но опять очередная обрезка воронов и может привести к тому, что Ярослав Богунов вовне игры залез. Жданок мог много, 5 человек в штрафной было, в штрафной Виктории. Решил отдать Жданок направо на Богунова, а там вне игры. Вратарь матерится на Максима, давал мяч быстрее. В команде хозяев произошла замена. Поле покинул Мискив Сергей, номер 18. В игру вступил... Странная претензия со стороны вратаря Виктории из Марьиной Горки Владислава Хмелинка к нашему болбою и администратору нашему юному Максиму Копцову, что якобы Копцов медленно подает мяч. Ну, слушайте, ребята, если вы поставите здесь много болбоев своих марьиногорских, то, наверное, не придется Копцову там бегать за этими мячами и подавать их. А так я смотрю, что за воротами Тащуна двое ребят скучают. И с той стороны, наверное, сколько? Ну, тоже там девочка какая-то стоит. Ну, в общем, странная претензия. Если у вас нет своих болбоев, странно обвинять соперника в том, что он медленно подает мяч, по-моему. Начинается атака Виктории. 63-я минута у нас подходит к концу. И плохой пас у Дениса Лукашова получился на Баскакова. Баскаков высказывает Лукашову претензии по этому поводу. Говорит, я делал рывок, а передача шла в недодачу. Нарушает правила уже на Богунове Сергей Мискив. И пауза очередная у нас в игре. Посмотрим мы сейчас, как там в других матчах у нас. Я уже сказал, что Рух уверенно победил в Горках. Посмотрим, как Ашмяны играют, если они пишут вообще где-то онлайн. Попрыгал мяч по штрафной и в аут вылетел. Иногда это прикольно всегда открывать сайт Футболбай, тот же, например, и смотреть сначала высшая лига, потом ты листаешь ниже, потом первая лига, потом ты листаешь ниже, еще ниже, а потом наши результаты. Очень прикольно всегда так. Да нет, кроме матча Горки-Рух нету больше результатов на Футболбай, так что придется лазить по страницам клубов ВКонтакте для того, чтобы у нас результаты. Наверное, мы сделаем это уже после игры.
Странно сейчас показал главный арбитр, что Лукашов нарушал правила, по-моему, не было грубой там игры. Если кому интересно, могу рассказать, как там в первой лиге зарубы проходит. Белшина уступает Славии дома, вот так вот, со счетом 0-2, прям матч начался в 15:00, как и у нас. Так что, в принципе, это может серьезно подходить желание Белшины попасть в высшую лигу в этом году. Там у них заруба между Энергетиком БГУ, который побеждает в своем матче Пинскую волну. Уже победил, потому что матч начался в 14:00. Так что Энергетика победа, а вот Белшина отставать будет после этого тура. Да, получается прям прилично. Прямо сейчас там 6 очков отрыва уже с одной лишней игрой у Белшины в запасе. То есть Белшина еще может 3 очка добрать, но все равно психологический отрыв большой. Интересное там развязка сезона ожидается в первой лиге, в принципе. Вот. Ну что, у нас пока отвлекся, безопасных моментов, по-моему, было, да? 65-я минута на табло, только на нашем, потому что здесь табло, так сказать, мануальное, не электрическое. Время не отмеряет, футболисты не могут посмотреть на табло и узнать, сколько там осталось до конца матча, а мы можем. Пользуемся этим и... Опять Богунов разгоняет атаку Курмкачева, и опять... Сколько там? 12 человек за ним бежит, включая судью. Но отворот назначает боковой арбитр и главный арбитр. Интересно, будут ли замены и как скоро в составе Воронов, потому что многие болельщики отмечали, что в матче со Спутником была там не только, по-моему, одна замена в составе Воронов, в то время как Спутник освежил игру и за счет этого смог выровнять счет на табло и, собственно, игру саму. А вот у Булбой проснулись местные, и 2 мяча на поле, то не одного, то 2. Александр Былина. Хорошую передачу отдает Былина на Баскакова. Баскаков подает. Там на дальнем фланге Игорь Макаров. Нужно опасно отдавать. Можно. Пархачев еще. В одно касание. Передача. Ох, какой пас обратно отдает. Гахария, кажется, это был. И очередной раз через фланг атакуют Вороны. Макаров там. Можно подавать. Прострел в штрафную. Мяч остается у Воронов. Баскаков подает. Нет, не подает. Еще раз. У Пархачева. Опять у Макарова. Очень много действий. Нет подачи. Самое главное. Нет точной передачи в штрафную. Вижу я, что готовится еще одна замена в составе хозяев. Решил поиграть, повеселиться Евгений Костюкевич. Видимо, застоялся там совсем в воротах и едва не ошибся. Мяч у Кошеля. Можно пробить опасно, но хотел тонко сыграть на Богунова. Богунов бежал по Кошелю и в итоге противоход отдал передачу Джок. Очень много вот таких ошибок при выходе из обороны в атаку у Виктории. И это позволяет крумкачам перехватывать мяч и создавать опасные моменты. А вот 11 номер хорошо прошел, и Гахария здорово сыграл, не повелся. А вот и опасно. Может Вишняк пробить, ну, в сторону того самого табло. Направляется мяч, совсем не точно, а мог бы быть опасный удар. Замена. Уходит с поля 17 номер Никита Мираевский в составе хозяев. И выходит Антон Кейко. Произошла замена. Поля покинул Мираевский Никита, номер 17. В игру вступил Кейко Антон, номер 16.
Кажется, что больше опасных моментов создают кромкаши сами себе создают во втором тайме, когда вот эти идут передачи на центральных защитников, и приходится то Шебека, то Былине разворачивать атаку через вратаря или через друг друга. Вот так вот Гахария пытался двоих пройти, а ошибка, и он уже на своем фланге не успевает вернуться. Прохачев едва не перехватил мяч, но Михаил Костенко по флангу прорывается. Там Дмитрий Прохачев уже вернулся и не сможет Костенко, не успеет. Отворот. Едва немножко не хватило Михаила Костенко для того, чтобы по правому флангу обогнать Дмитрия Прохачева, но там поле закончилось на этом. Очень интересно мне, сколько сегодня болельщиков приехало поддержать Ворона. Попросил я нашего болельщика Мартина посчитать. Вот примерно на этой минуте, в 70-й. Я еще посмотрю фотографии, конечно, и вместе тоже со мной посмотрите. Потому что вернулась к нам наша любимая Юлия Репинская, которая уехала учиться в Польшу, но вот специально для того, чтобы побывать на матче Воронов в Марьиной Горке. Она приехала на эти выходные из Варшавы. И поэтому у нас будут крутые фотки. И те, кто поехал на выезд, смогут обновить себе аватарку или просто распечатать фотографию на стену и наклеить. Прибрали мяч футболисты из Марьиной Горки, и угловой. Там Дмитрий Прохачев оказался на пути мяча после подачи. И будет угловой с левого фланга от Тащуна. С правого фланга атаки Виктории. 72-я минута у нас на табло. И смотрим. Былина первым на мяче отбивается. И Баскаков может... Сейчас уже важно просто сохранить мяч, и Кошелю не получается это сделать. Отжали футболисты из Марьиной Горки Джока от мяча и начинают уже свою атаку. Показалось, что опасная игра против Макарова была, но там арбитр не фиксирует нарушение, потому что мяч остается у Крумкачева. Вот здесь нарушение. И подбегает главный арбитр на место нарушения для того, чтобы, наверное, не разгорелось там конфликта никакого. И будут Крумкачи водить мяч в игру. Гахария совершенно один на своем фланге правом. Если бы Баскаков быстрее там мяч возил, то можно было бы ему перевести, но уже Гахария смещается к центру, и на правом вообще никого не остается. Будет, наверное, мелко разыгрывать, мелкий пас, и хороший пас на Богунова, и Богунов как-то невероятно пяткой пытался отдать на Макарова, даже Макаров в это не поверил, и в итоге мяч оказался в ауте. Ну, начинает Виктория атаку через Петрушеню, через левый фланг обороны. И в очередной раз вот не хватает вот этого какого-то, не знаю, первого паса хозяевам для того, чтобы развернуться и перейти просто вперед. Настырный Лагутка пытается воспользоваться ошибкой Шебека, но... Успевает 10 номер Виктории Николай Ивашкин опередить Кошеля и выбивать мяч в аут. Первая замена у Крумкачева. Вместо Сергея Кошеля
так и хочется сказать дякую за гульню. Дает пятюню Дмитрию Прохачеву, Кошель выходит. Николай Королько, судя по всему. Посмотрим, как получится у Коли Королько зацепиться за мяч. Для гостей произошла замена поля. Пожелаем ему успехов. Номер 49. Не так много игровых минут проводит Королько в этом сезоне, но 24. тем лучше для него, что вот предоставил ему Алексей Кучук 15 минут игрового времени, плюс добавленное для того, чтобы проявить себя. Отскочил мяч здесь от Лукашова к 11-му номеру. Это вот как раз таки вышедший на замену Кейко. И успевает в последний момент не дать прострелить вышедшему на замену футболисту Владимир Шибека. Будет угловой. Вот так вот Кейко вошел в игру. А нет, это, прошу прощения, это не Кейко, это был Егор Гол. Это, видимо, когда он тоже вышел на замену. Но, тем не менее, да, футболист, который, я помню, что он начинал игру в запасе. Вот и сейчас прорывался по флангу и будет подача углового. Евгений Куданов у мяча. И Баскаков стремляется в атаку. Былина оказался на месте разыгрывающего плеймейкера, подключается к атаке. Сейчас вот так вот Коля Королько пытается войти в игру. Прорывается, и Михаил Костенко вырывает мяч у Королько и не дает ему подать штрафную, а в итоге Коля нарушает правила. Ну вот, атака какая-то вырисовывается у Виктории. Подача. Былина в последний момент вытягивается и выбивает мяч на угловой. Надеемся, все в порядке с Александром. Там такой растяг он сделал для того, чтобы не дать нападающему сопернику добраться до мяча и получать повреждения. Александр Былина в этом эпизоде. Посмотрим, требуется ли помощь врачей. Вроде нет, но сложно было. Подача угловой, опять же, вездесущая Былина оказывается на пути мяча. И вот сейчас хорошо сыграл сейчас Николай Ивашкин, не дал добраться до мяча Ярославу Богунову. Баскаков получает желтую карточку. За что? Так а что там случилось? Подожди, это штрафной там просто? Так он же там мяч. Атаку там что-то нарушил. Я просто только отвлекся, мне показалось, что мяч ушел в аут, оказалось, мяч вернули ближе к штрафной Крумкачев, и Баскаков получил желтую карточку. Тем не менее, будет опасный штрафной ворот Крумкачева. Артем Вишняк у мяча. Этот парень забил 2 гола в Руху в прошлом туре. Затих фан-сектор Крумкачев. Вот теперь вы понимаете, почему Тащуна называют Тащуном, если вы не знали до этого. Потому что классный удар Вишняка вытащил вратарь. Но атака Виктории продолжается. Перепрыгнул выше всех Куданов. Пытается Коля Королько зацепиться за выбитый вперед мяч, но не совсем ему это удается сделать. Поджимает хорошо Королько, и
Не дает Виктории перейти в атаку. Ну, вроде как этот запал Виктории сошел на нет. Опасно было у ворот Тащуна. Сначала бил Вишняк со штрафного, потом опасная подача со стандарта. Но отбились Крумкачи, начинают свою атаку. Пасмурно уже, наверное, минут 15-20 над Мариной горкой. Не знаю, будет ли дождь, но такое погода. Небо так затянуло прилично. И уже теперь чувствуется осень. Гахария далеко вперед бросает. Там мяч у Баскакова. Передача на Дмитрия Пархачева. Но, скорее всего, идет мяч в аут там. Сохраняют мяч в игре Крумкачи. Ох, как опасно сыграл Игорь Макаров. Там, конечно, прямой ногой. Там мог получить повреждение защитник Виктории. Я надеюсь, что там все в порядке. Ну, Макаров вполне может доиграться до желтой карточки. Я не помню, была у него Макарова в первом тайме желтая карточка, нет? У кого-то была. Была точно у Багунова. Была у Баскакова, и получается... и Жданка была, да. Но, значит, у Макарова не было. Ну, 82-я минута у нас на табло. Счет по-прежнему 0-2 в пользу Крумкачев. Побеждаем мы пока Викторию в Мариной горке. У них на поле. Получил повреждение Баскаков. И лежит Паша на газоне. Показывает арбитр продолжать матч. И не дает Дмитрий Пархачев пройти по своему левому флангу. Ну, я думаю, что если спросить у Кирилла Алексеяна, как вообще Пархачев заменил его в этом матче, то одобрит Кирилл нашу оценку, что Дима очень достойно на левом фланге выглядит, не дает проходить большинство атак хозяев и успешно подключается к атакам. Если бы там не Макаров во втором голе, то я думаю, Пархачев бы смог завершить атаку, потому что тоже очень быстро подключился. Гахария сегодня хорошо выглядит, впрочем, как всегда. Коля Королько едва не выцарапал мяч там у Петрушени, но она не фалит сейчас здесь. Такое ощущение, что Жданок уже наелся, как это было уже, мы видели это в матче со Спутником. Смотрите, как Лукашов играет, просто потрясающе. Баскаков пытается забросить мяч на Багунова. Николай Королько с мячом отдает на Багунова. И Багунов прямо по позиции вратаря поддает и не дает шансов вратарь там Макарову и Баскакову для того, чтобы добить мяч после ошибки. То есть спокойно берет мяч в руки. Но заметно, что центр поля стал просаживаться. Быстро переходит команды. Одна атака сменяет другую. У Крумкачева большой объем работы выполняет Лукашов. Жданок оттянулся. Пытаются через правый фланг, через Михаила Костенко сейчас подавать футболисты Виктории. Но там Шебека на подборе. И Коля Королько борется за мяч, но проигрывает. Михаил Костенко. Ух! Хороший удар, плотный, метров с 30, наверное, но там Тащун все контролировал, и мяч пошел намного выше ворот.
Фальстарт, Тащуну, желтая карточка. Вот так вот, желтая карточка Тащуну за то, что тянет время. Ну, что-то показывал Женя, что у него просто с шагом, наверное, что-то. А в итоге все лидеры Крумкачева получили в этом, наверное, матче желтые карточки от главного арбитра. Ну, 5 минут до конца основного времени матча остается у нас. Счет по-прежнему 2-0. Хороший момент был для того, чтобы вырваться вперед у одного из нападающих Виктории, но при этом Володя Шибека сыграл уверенно и не допустил ошибки. Лева переводит мяч на Прохачева. Очередной заброс, там уже Гахари не успевает, и Петрушеня будет мяч бросать за боковой. Замена еще одна готовится у Крумкачева. Я так вижу, что выходит Женя Брилев и, скорее всего, заменит Ярослава Богунова. Хороший матч провел Ярослав Богунов, особенно в первом тайме. Он сумел отличиться и отдать передачу на Игоря Макарова, когда прошел одного защитника, стянул на себя второго и просто на пустые ворота вывел Макарова. Тому оставалось просто завершить атаку. Эффектно играет. Но передача, к сожалению, не точная от Дмитрия Пархачева. Там Гахари не успевает уже на бровке. Замена. Ярослав Богунов покидает поле. Удостаивается он аплодисментов от приезжих болельщиков. Наверное, ради этого они и приехали, для того, чтобы увидеть классную игру Богунова в том числе. А выходит Женя Брилев под 20 номером. В команде гостей произошла замена. Поле покинул 10 номер Ярослав Богунов. В игру вступил Брилев Евгений, номер 20. Поддерживает Алексей Кучук. Даже отсюда слышно мне Евгения Брилева. Призывает его идти вперед. Даже несмотря на то, что Женя Брилев не имеет большой игровой практики, бывают у него моменты. Забил он 2 мяча уже в этом сезоне. И создал гол Кошеля в Речице, не в Речице, прошу прощения, в Осиповичах в прошлом выездном матче 2 недели назад, когда пробивал Брилев, а вратарь отбил мяч, и Кошелю оставалось только добить. Но вот атака. Очередная атака через фланг Гахари. Нарушение правил показывает арбитр. И что, еще одна желтая карточка? Ну, прям уже совсем. Каждому, наверное, футболисту Крумкачев сегодня показал главное предупреждение. Не могу сказать, что все нарушения были жестокими, жесткими, но срыв атаки мог пробить там Евгений Куданов, 8 номер, и поэтому, наверное, арбитр посчитал, что наиграл Лукашов на желтую карточку в этом эпизоде. Очередной опасный штрафной. Первый удар Вишняка Тащун потянул. Посмотрим, как будет на этот раз. Что? Тут ближе. Да, тут поближе до ворот и... Вторая попытка. Это очень удобно. Ну и Корин может. Все отходят, будет Вишняк бить по воротам. Доровский, да. В дальний угол бил. Первый раз он был, получается, в ближний от вратаря, а сейчас в дальний. Ну, еще одна замена у Крумкачева. Олесь Филипенко получает свою минутку основного времени. Вместо Дениса Лукашова, получившего буквально только что предупреждение, выходит Олесь Филипенко.
Хороший матч провел Лукашов. Большой объем работы в центре поля выполнил. Поэтому, и не только поэтому, приветствуют его болельщики. Произошла замена, поле покинул Лукашов Денис, номер 5. В игру вступил Филипенко Александр, номер 97. Тащун еще немножко бы потянул время, получил вторую желтую карточку за 3 минуты добавляет главный арбитр матча. Так судья не свистнул, что замена. А должен был? Ну да. Свистнул, он выдал. Я думал, он просто свистит. Баскаков бежит, но я думаю, не бежит. Тяжело Баскакову, очень тяжело. Там Коля Королько с мячом. Сумеет ли Коля Королько отдать мяч? Ох, как хорошо сыграл капитан команды Виктория и не дал мячу дойти до Филипенко. Нарушил правила. Баскаков принимает мяч почти полулежа. Надо на дальний фланг перевести его, там где Жданок один. Макаров уже просто перебрасывает мяч через соперника. Там еще замена готовится, просто неудержимая армада. Скамейки запасных Крумкачев. Там я не вижу, кто там по позиции и по номеру. 22 номер. Это, наверное, Вова Давидовский выходит на поле, если успеет, потому что, может быть, не будет паузы, тогда не будет возможности у Давидовского выйти на поле. Гахария в очередной раз уверенно играет и выбивает мяч прямо к нам сюда. Олесь Филипенко второй раз фалит. И не обязательно нарушение, на самом деле. На Вишняка там в добавленное время уже. Что? Потом. Да не, там наши. Что они? Осталась 1 минута, последняя минута идет. И Макарова меняет Владимир Давидовский. Хороший матч провел Игорь Макаров, как и многие крумкачи. Забил свой гол. В команде гостей произошла замена. Поле покинул Макаров Игорь, номер 8. В игру На последнюю минуту матча Владимир Давидовский выходит. 2. Все, конец. Вот так вот закончился матч. Не вижу, кто там получил повреждения в этом моменте из Крумкачев. Счет 2-0. Нифига себе ты. Вот так вот опасный момент был. Я аж даже забыл его прокомментировать, потому что очень случилось что-то там. Непонятно, что почему Рома Лагутка там завелся. Что там случилось? Матч закончился или нет? Я не пойму. Что показывает Жданок? Там кого-то срубили из наших? Ну да, там тут травма произошла. Филипенко, что ли? Нет, это Пархачев, судя по всему. В любом случае, поздравляем нашу команду с победой. Не самый простой соперник Виктории из Мариногорки. Упорно держались хозяева до середины первого тайма, потом получили 2 гола, которые организовал Ярослав Богунов. Сначала Ярослав сам забил, потом ассистировал Игорю Макарову. Наверное, будем с вами прощаться. Посмотрите еще, как наша команда празднует победу с многочисленными болельщиками, приехавшими из Минска. Спасибо большое всем и каждому, кто поддерживает нас в этом сезоне всегда. Осталось 3 матча провести команде в этом сезоне. В следующую субботу на стадионе РЦОР БГУ в Минске Крумкачи принимают Горки.
Все обновления в наших социальных сетях. Следите, приходите на футбол, ходите на белорусский футбол. Всем пока, спасибо за внимание. Динамо Минск. Ритуальные танцы. Да, ритуальные танцы Крумкачева сейчас для вас засняли. Все, ребята, спасибо, отключаемся, едем в Минск.